Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит очень серьезный разговор. Разговор ни много ни мало о жизни и смерти. Дело в том, что в этом году исполняется ровно 100 лет, как впервые в мире, в Советской России, в 1920 году было узаконено убийство человека до его рождения. Было разрешено совершение аборта. И сегодня мы с вами поговорим об этой проблеме, об этом грехе, который давлеет над всем нашим народом, да и во многих странах мира он также разрешен. Первое, в чем нам нужно твердо разобраться, чтобы определить свое отношение к этому, это надо ответить на вопрос, все-таки когда на самом деле начинается человеческая жизнь. Для верующего человека источником всякой истины является прежде всего Библия, Слово Божие. Давайте посмотрим, что говорит она. Книга Иова, глава 10. «Твои руки трудились надо мною и образовали меня всего кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня», спрашивает Иов, когда заболевает. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожу и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». То есть Иов признает факт своего существования и свое творение в утробе матери еще до рождения. Псалтырь, Псалом 138, Псалом Давида. «Ибо ты, — говорит пророк, обращаясь к Богу, — устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в утробе, во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Здесь тоже ясно и прямо говорится об отношениях человека с Богом, фактически еще до его появления на свет. И, наконец, книга пророка Иеремии, 1 глава. «И было ко мне слово Господне: прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». То есть Господь промышляет о человеке даже еще до перерезания пуповины его. И мы знаем с вами, что многие святые показывали свою святость, свою избранность Богом еще до появления на свет. Это и пророк Иоанн, предтеча, который возыграл в чреве матери своей, когда ее посетила Пресвятая Богородица. Это и преподобный Сергий, который возглашал в утробе матери трижды, когда она была на службе в храме. И не зря у нас в церковном календаре существуют такие праздники, хоть и не у немногих святых мы отмечаем день зачатия, но даже немногочисленные случаи это важное свидетельство. Это зачатие Иоанна Предтечи. Мы отмечаем 6, простите, сейчас уточню дату, 6 октября, и зачатие Пресвятой Богородицы, праведной Анны, 22 декабря. Это данные веры. Что нам говорят данные науки? Данные науки нам говорят, что жизнь человеческая, как биологического индивидуума, начинается с момента слияния мужской и женской половых клеток. Об этом существует известный документ, подписанный профессорами Поповым и Каличенковым, работающими в Московском государственном университете. И существует множество заключений и зарубежных ученых, в том числе, например, книжка двух авторов с общей фамилией Уилки, которая называется «Мы можем любить их обоих». Там многие ученые, генетики, эмбриологи говорят о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия. И вот, например, современные исследования, журналы, вот у меня например, в руках дайджест «Пренатальный ребенок», показывают новое направление в развитии науки, так называемая пренатальная психология, которая досконально, вот здесь, например, на этой схеме изображено
развития ребенка вот с момента оплодотворения последовательно и вплоть до 40 недели, когда он рождается. И для каждой недели, для каждого периода здесь указано, что формируется в этот момент. Ну, например, на 4-й неделе формируются мышцы и руки, на 6-й неделе растут пальцы ног, начинают формироваться веки, соединяются нейроны мозга. Ну а на 12-й неделе, которая еще по нашему законодательству не является тем сроком, когда человек имеет право на жизнь, то есть аборт может совершаться, ребенок выглядит вот так. Вот в моих руках это пластмассовый макет 12-недельного, то есть 3-месячного ребенка. Он сосет свой пальчик, уже видно, что он правша, потому что и на правой руке. На этих крохотных пальчиках можно разглядеть уже неповторимые, уникальные отпечатки пальцев. У него бьется сердце, конечно, давным-давно, а бьется оно практически с 21-го дня жизни, то есть с 3-й недели. И последние исследования показывают, что возможно даже где-то вот уже около этого возраста он видит сны, еще не появившись на свет, еще ничего не увидев своими глазами, но мозг его уже сформирован, там идет деятельность мыслительная, подергиваются веки, так как это бывает у обычного взрослого спящего человека. Поэтому, конечно, никто из нас, вот если даже просто подержит в руках такого малыша, не сможет сказать, что это еще не человечек, это маленький, еще пока не самостоятельный, но человечек. И ведь в год, когда человек появляется на свет, он тоже не является самостоятельным. Таковы данные науки. Ну вот и третью группу аргументов мне еще хотелось бы привести. Это аргументы просто человеческого разума. Но разве само чувство любви, близости, радости, которое имеется у супругов в момент зачатия, оно не говорит о том, что это есть вот та великая святая торжественная минута, когда действительно от соприкосновения их душ и их тел рождается, начинает свое существование новая жизнь. И этот ребенок должен будет несколько месяцев развиваться в утробе матери, обычно 9 или чуть меньше. Он должен будет прожить свою жизнь, кому-то 30 лет дано, кому-то 50, кому-то 80. И, наконец, третьей фазой его жизни это будет жизнь вечная. Он придет к Богу, и там уже не будет ни времени, ни пространства, он не будет подчиняться, и там будет нести ответ за все свои слова и дела. Ведь мы поздравляем, скажем, жену свою или мужу, жена сообщает с радостью известие, не тогда, когда ребенок появился на свет, и мы тогда будем говорить, что человек это не человек. Нет, как только женщина узнает о своей беременности, она тут же, хочется верить, что чаще все-таки с радостью, нежели со страхом, она сообщает своему возлюбленному, своему мужу, супругу о том, что у них будет общий ребенок. И он говорит, я буду отцом. То есть он уже осознает себя отцом. Родители общаются с ребенком, они уже чувствуют его характер по его движениям, по времени его сна, отдыха, его активности. Они чувствуют его нрав. Они прикладывают ухо, например, отец прикладывает ухо к маминому животу, и таким образом уже свои отношения с ребенком строит. Ребенок замирает, чувствует, что папа близко, папа строг, вот, и поэтому уже тут так, как с мамой, не забалуешь. Ну и так далее. Конечно, наша совесть – это уже достаточный свидетель того, что действительно жизнь начинается с момента зачатия, и никаких тут двухсмысленностей, двутолков допустимо быть не должно. Кстати, и нет серьезных каких-то мнений, научных или иных, о том, что, например, жизнь начинается с момента, скажем, там, с 20-й недели или что-то еще подобное. Это все будет нелепо. Именно от слияния ядер мужской и женской половых клеток образуется неповторимый генетический материал. У ребенка может быть другая группа крови, нежели у матери, поэтому она, конечно, не может сказать, что это часть моего тела, как, например, там, родинка какая-нибудь, вот, и которую можно просто так взять, вырезать и удалить. Кстати, надо здесь пояснить, что сегодня не только совершаются видимые аборты, а очень много невидимых. О чем идет речь? Множество таблеток существует сегодня с лукавым названием противозачаточные. У них действительно есть несколько механизмов действия, и некоторые из них могут предотвращать зачатие. Но поскольку этих механизмов несколько, то одним из этих механизмов является в том числе лишение возможности уже оплодотворенной яйцеклетки, прикрепления к стенке матки, ее дальнейшего развития. Поэтому в полной мере они противозачаточными называться не могут. И поэтому в основах социальной концепции Русской Православной Церкви есть такой замечательный документ, можно найти в интернете. Всем советую с этим документом знакомиться, в том числе по исследуемой проблеме. Тут говорится, что к таким вот абортивным средствам контрацепции
лучше даже сказать предохранение, потому что контрацепция это значит против зачатия, а зачатие тут уже фактически, как мы с вами видим, может произойти, могут относиться осуждения, применимы к аборту. Если мы сегодня с вами в стране имеем по официальной статистике цифру 600, 700, 800 тысяч в год искусственных прерываний беременности, то, конечно, с учетом коммерческих клиник, которые не всегда дают достоверную отчетность статистическую, эта цифра намного выше. А с учетом вот этих раскрытых абортов, она может составлять и несколько миллионов, по некоторым оценкам даже 3-5 миллионов. А это уже сопоставимо со смертностью нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И таким же действием обладает внутриматочная спираль. Поэтому верующим людям, да и вообще всякому разумному человеку, который признает ценность человеческой жизни и как честный человек должен признать ее с момента зачатия, не допускается, не благословляется, не рекомендуется пользоваться такими средствами, потому что уже фактически может производиться убийство маленького человечка. И надо пояснить еще тут кое-что. Дело в том, что сегодня операции по экстракорпоральному оплодотворению при существующем технологическом уровне очень часто предполагают оплодотворение нескольких яйцеклеток, то есть несколько эмбрионов получается, несколько маленьких человечков. И один или два из них подсаживаются в матку, то есть они выживают дальше, развиваются, а другие или замораживаются, или уничтожаются. И этот факт является главной причиной, почему сегодня церковь не дает благословения на совершение таких операций экстракорпорального оплодотворения. Потому что, по сути дела, опять же, происходит уничтожение уже неповторимого не просто тела человеческого, а человеческой личности, человеческой души. А душа человеческая бессмертна, она создана по образу Божьему, она призвана к соединению с Богом в вечности. Поэтому ни в какой момент, даже в самый начальный, ее уничтожать нельзя. Церковь не благословляет также и суррогатное материнство, в котором нарушается целостность супружеских отношений, и ребенок генетически, биологически относится к одной матери, вынашивается другой, воспитывается первой, а может быть и третий. И одобрения на такую разорванность нет. Как нет и одобрения и на так называемое анонимное донорское оплодотворение, когда женщина получает оплодотворение не искусственное от своего мужа, просто в лабораторных условиях, а от другого, от постороннего человека, медицинским способом. Опять же, здесь нарушается целостность супружеского союза, такая интимная близость, и церковь не благословляет на основе Слова Божьего, на основе Божественного откровения, она не благословляет совершение таких операций, потому что Господом сказано, вот через уста Адама мы читаем в книге Бытия, что да будут двое в плоть едину. А Господь наш Иисус Христос в Новом Завете подчеркивает, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть любой брак, семья – это уже таинственный, божественный союз. Он освящается в таинстве венчания, но даже если он не освящен, все равно с вами все знаем, да, что браки заключаются на небесах. И поэтому здесь уже третий лишний, пускай даже на уровне донорских клеток, но третий лишний. Еще раз вас отсылаю к этому документу, к разделу 12, проблемы биоэтики. И по обсуждаемой проблеме, также по проблеме, скажем, эвтаназии, клонирования, смены пола, таким современным медицинским проблемам, которые были неизвестны или малоизвестны в прежние века, у церкви есть такая современная точка зрения. Давайте повышать свой культурный уровень, свою духовную образованность и знакомиться с современными церковными документами. И, кстати, чтобы закончить эту тему, обоснование момента все-таки начала человеческой жизни, мне хотелось бы сказать, что вообще ведь история человечества, она говорит об уважении к малышу именно с момента зачатия. Например, историк и богослов, религиовед Андрей Борисович Зубов рассказывает о том, что в некоторых древних захоронениях находят останки малыша. Он явно был рожден путем выкидыша, то есть это непроизвольное рождение. И он погребается, и погребальные почести ему, древними людьми, воздаются такие же, как воздаются взрослому человеку. То есть древние люди уже понимали, что это и есть настоящий человек, маленький, еще пока не самостоятельный, но уже настоящий человек. И, кстати, до революции аборт наказывался каторгой. То есть, как обычно, уголовное преступление. Получал наказание и отец, и мать, и врач, которые это совершали.
все они становились соучастниками убийства. Мне здесь хотелось бы особенно обратиться к отцам, вот те, которые сегодня слышат эти слова, что очень много зависит от нас. Очень много зависит от нас не только даже в нашем прямом ответе, а просто женщина знает, можно на нас положиться или нет. Пусть вот мы будем с вами настоящими отцами, никогда не будем пользоваться женщиной как любовницей, и всегда будем с ней находиться в настоящих семейных отношениях. То есть, если полюбил, то не морочи голову, женись и будь для нее настоящим мужем, и чтобы она всегда знала, что ты защитник, что ты глава, что ты добытчик, и второй или третий, пятый или ребенок, что ты всегда обрадуешься и всегда поблагодаришь, и всегда будешь работать еще усерднее, еще интенсивнее для того, чтобы обеспечить свою семью. А ее главное дело не думать о хлебе насущном, а как матери вынашивать и рождать ребенка. Ну а, дорогие женщины, от вас, в свою очередь, тоже зависит от того, будут ли таковыми наши отцы. Эти самые с духовной точки зрения опасные слова, женщина говорит, это слова «я сама». Вот она говорит, я сама решу, я сама то-то-то, я сама там заработаю и так далее. А вот этого я сама, сколько бед на земле. Да, по сути дела, все грехи. Вот начиная от Евы, когда она сама без согласия мужа вкушает этот запретный плод, вот они все оттуда начинаются. Поэтому давайте, милые женщины, мужей наших делать ответственными. Надо возлагать на них ответственность, надо приучать их к ответственности, надо смиряться перед ними. Ведь Богом заповедано, что муж должен быть главой. Когда он будет главой, тогда, когда на него будет возложена эта ответственность, он сам будет себя таковым осознавать, и вам будет спокойнее под его защитой. Вы будете мирны, довольны и счастливы. Много, конечно, существует мифов. Мифов на эту тему. Это мифы против. То есть, как только поднимается вопрос о том, что аборт это зло, его надо прекратить, тут же звучат слова. Какие это слова? Ну, первое, самое известное, что нечего нищету плодить. Глупые слова. Потому что не обязательно плодить нищету, во-первых. Что каждый ребенок, он не делает обязательно семью нищей. Да, немножко доход снижается. Но нищета на самом деле, то есть отсутствие богатства материального, это же вовсе не нищета. Одежда есть, вспомните, как мы жили в 90-е годы. Пища есть, пускай поносит там какую-то одежку от старших братьев, сестер. Где-то, может быть, и придется принять подарки и пожертвования других. Ничего здесь постыдного быть не должно. Вот грех должен быть постыден. Нечего грех плодить. А каждый человек должен жить. Вот. И опять же, на работе, когда узнают, что, например, рождается там, третий, четвертый ребенок, человеку дают более высокую должность, бывает, более высокую зарплату предлагают, понимают, что теперь вот он многодетный, например, отец или многодетная мать. Поэтому не зря у нас существует такая древняя поговорка, что даст Бог детей, даст и на детей. То есть даст возможности и получить все необходимое для жизни. Молиться, конечно, об этом надо. Отче наш и так далее. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Должны надеяться не только на себя, но и на Бога. Да и потом, а разве нищий человек, разве это человек никчемный и негодный? Неправда. Среди бедных людей было много выдающихся личностей, талантливых, одаренных. Многие даже сознательно, например, наш изобретатель Кулибин, они и вовсе избегали возможности обогащения. От одного изобретения шли к другому, а сами жили очень небогато. Федор Ушаков, наш выдающийся адмирал, практически никакими богатствами мирскими не пользовался, хотя своими великими и славными победами такую возможность имел. Вот. Поэтому жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека – это его благочестие, это его вера, это его целомудрие, это его кротость, это его смирение, это его близость к Богу. Вот что есть настоящая жизнь человека. И мне вспоминается одна семья, в которой как-то был в гостях. Очень небогатая семья, очень небогатая. Мы освещали по их просьбе их квартиру. Вы знаете, какое там тепло, какая любовь там присутствует. И вот есть у меня в моей комнате даже картина, я хочу показать. Вот он получил в этой семье в подарок. Вот так она до сих пор вместе в моем доме и пребывает. Один из самых дорогих подарков, который я когда-то получил от дочери вот этой богатой женщины, которая сама воспитывает 3 детей и помогает еще при этом своим родственникам. Это первый миф насчет нищеты плодить. А второй миф это о том, что будет много подпольных абортов, будут много нелегальных смертей происходить в результате нелегальных абортов, вот, заражений там и так далее. Но позвольте, дорогие господа, разве так можно рассуждать? Если мы называем жизнь человеческую благом, то мы ее смерть должны назвать злом.
А если мы его назвали злом, то мы должны с ним бороться и не оглядываться здесь на какие-то побочные эффекты. Простите, а что теперь, если, скажем, наркоманы умирают от передозировки, или кого-то убивают, скажем, из-за каких-то там разборок по наркоманским делам, так это нам что теперь? Надо легализовать наркотики, чтобы этого не было? Нет, это зло, и мы его, слава богу, запрещаем. И терроризм. Да, мы иногда борьба с терроризмом приводит к жертвам, и террористов приходится убивать, и мирные жители гибнут. Но мы же не идем на уступки терроризму. Наоборот, должны с ним бескомпромиссно, жестко бороться. Вот так же и здесь. Это зло, его надо просто запретить. И тогда тот, кто идет, скажем, на нелегальный аборт, и тот, кто его совершает, он несет ответственность, она несет ответственность за то, что происходит. И за жизнь свою, и за здоровье свое в том числе. Но мы уже с вами не несем. А сегодняшняя ситуация, когда прерывание беременности финансируется из бюджета, это нелепая ситуация. У нас не хватает порой денег на лечение больных детей, но хватает денег на прерывание беременности. Разве это нормальная ситуация? Это не нормальная ситуация. И вот сегодня, например, посмотрите, карантин, самоизоляция, люди сидят по домам. Фактически выйти с ребенком погулять на улице запрещено. Выйти и пойти, скажем, там, в храм запрещено. Пойти там, в хозяйственный магазин, в парикмахерскую запрещено. Плановые медицинские приемы, госпитализации все отменены в больницах. Все запрещено. А аборты не запрещены. И женщины идут сегодня на прерывание беременности еще больше, еще активнее, чем это было вчера. Потому что боятся вот этой якобы эпидемии, инфекции, экономического спада и так далее. И государство продолжает это все финансировать. Из наших с вами денег. Откуда берутся деньги? Это идет из фонда обязательного медицинского страхования. Это наши с вами страховые взносы. Те самые взносы, которых так не хватает то на дороге, то на школы, то на те же поликлиники, то еще на что-то. Вот это и есть то наше с вами безумие, которое растет с нашим молчаливым согласием. Молчанием Бог предается. Потому что мы не имеем твердой позиции, что это нельзя. И поэтому вот 100 лет уже с вами в этой обстановке живем. Ну, еще одна ситуация, которая часто обсуждается, ситуация изнасилования. Ну, во-первых, это редчайшая ситуация, что беременность в результате изнасилования наступает. Это это, наверное, считанные единицы на всю страну. Вот. Даже если вычтем из этих единиц то количество, когда женщина отчасти сама виновата, спровоцировала или насильника, или не приняла должных мер предосторожности, ну, там окажутся уж совсем маленькие цифры. Ну и что? Разве они нам дают основания для узаконивания вот этого многотысячного детоубийства? Тоже нет. Потому что ребенок-то не виноват. Ребенок не виноват, что кто-то совершает зло. Женщина ли, насильник ли, или еще кто-то совершает зло. Ребенок-то в этом не виноват. Ну пусть он родится, даже если он нежеланный, даже если она его терпеть не может. У нас ведь очередь на усыновление. У нас многие, как вы должны знать, что 20-30% сегодня супружеских пар не могут иметь детей. И это, кстати, по мнению некоторых ученых, является тоже наследием, является следствием того, что вот в советское время наши бабушки, наши мамы, ну, естественно, согласие дедушек и отцов и так далее, делали аборт. Или от того, что сегодня молодые люди, например, живут вместе, и там девушка начинает, скажем, там, встречаться с молодым человеком, сожительствовать там, с 17 лет, с 18, и вот до 30 она говорит, нет, не хочу рожать, не надо, мне надо учебу закончить и так далее. А потом, когда она ближе к годам, к 30 или даже позже, вдруг уже решает стать мамой, то вот этот подсознательный страх забеременеть, нежелание быть матерью, вот он и препятствует, в том числе, он дает и команду телу о том, что нельзя. Вот. Такие современные исследования есть. Ну и, наконец, последний аспект, о котором надо сказать, это медицинские показания. О том, что, ну а как же быть с теми случаями, когда ребенок заведомо развивается, рождается с какой-то патологией. Во-первых, я хочу сказать, что в таких случаях ошибок очень много. Я уверяю вас, сам лично знаю семьи, которым прямым текстом врачи говорили, что у вас замершая беременность, что вы мертвый ребенок. Рождался нормальный, здоровый ребенок. Есть, конечно, случаи, когда прогнозы оправдывались. Действительно, рождался ребенок с инвалидностью, например, с аутизмом. Но вы знаете, как вот сказал духовник одной знакомой женщине, у которой как раз родилась такая дочь, он сказал, ну ты не отчаивайся, ведь этот ребенок, он точно спасется. Он
закрыт своей болезнью от вот нашего греховного мира. Это же Божий человечек. И они сейчас со своей семьей, очень многодетной, кстати, они делают все возможное, чтобы эта дочь вот росла, жила, развивалась, и они нисколечко не пожалели. Они говорят, даже мысли, даже сомнений не было в том, чтобы прервать эту беременность. Наоборот, даже пришлось прекратить ходить на приемы на какое-то время, потому что было опасение, что врачи помимо воли сделают вот это прерывание беременности. Да, сегодня такая неправильная коллизия, что врач несет ответственность за, скажем, за рождение ребенка с инвалидностью, ему скажут, не досмотрел, не доглядел и так далее, но не несет ответственность за убийство ребенка. И эту ситуацию надо с юридической точки зрения исправлять. И потом, друзья, зададимся вопросом, а что, разве ребенок с инвалидностью это не человек? Разве он не имеет права жить? Вы знаете, вот у меня есть, например, друг, который всю жизнь не ходил никогда не на ногах, он передвигается на инвалидной коляске. Но он ведь и получил образование, и написал диссертацию, и работает поныне, старается пользу людям приносить, хотя физически очень ограничен. А иногда здоровые парни, там, в спецвойсках, проходившие службу и так далее, спиваются и погибают. И вот поневоле задумаешься, что лучше, быть здоровым как бык и потом погибнуть от какой-то страсти, или быть таким вот физически немощным и жить полноценной, полнокровной жизнью, иметь свою семью и ежедневно служить людям молитвой и трудами научными, духовными и так далее. Вспомним иконописца Григория Журавлева, без рук, без ног, как современный наш проповедник Ник Вучич. Григорий Журавлев зубами держал кисти и писал картины, и расписывал храмы, и своды храмов еще расписывал. Вот как может полноценно быть жизнь человеческая. А Матрона Московская, блаженная. Неужели ей сегодня дали бы наши врачи родиться, сказали бы, вот слепой ребенок и так далее. Посмотрите, что там творится в Покровском монастыре в Москве. Какие очереди идут к ней за молитвой, за утешением, с просьбами о помощи. Вот у меня одна знакомая женщина тоже есть. У нее родилась девочка, тоже вот слепая, лишенная зрения. Но вы знаете, вот мы с ней как-то виделись, разговаривали, но это же вот по чистоте своей, вот по нежности своей, вот сущий ребенок, вот такая целомудренная душа, которую, знаете, даже еще среди детей надо поискать. И она вот написала тоже свою историю, где-то вот у меня на стене ВКонтакте можно поискать под словами поиска истории женщин, сохранивших детей. Она говорит, не пожалела, наоборот, я сначала задавала себе вопросы, за что мне это наказание, а потом я стала по-другому мыслить. Оказывается, Господь счел меня достойной нести этот крест. Он доверил, Он поручил мне воспитать этого ребенка. И все сразу в душе стало на свои места. Кстати, вот хочу зачитать вам еще одну цитату очень важную сегодня из пророка Исаии. Это сегодняшнее чтение. Знаете, грозные слова предупреждения. Эти слова в какой-то степени обращены к нам сегодня. Почему? Потому что вот мир, он находится, знаете, есть такое понятие в синергетике, точка бифуркации. Вот, как перекресток. Вот ты подходишь к перекрестку, и ты выбираешь дорогу, и по какой дороге ты дальше пойдешь. И мы сегодня, безусловно, находимся, вот мир как бы замер, да, в экономическом, в политическом отношении, потому что он выбирает дорогу, куда он дальше пойдет. И от каждого из нас, от позиции каждого из нас, от духовного состояния каждого из нас, и в том числе отношения вот к этой проблеме, о которой мы сегодня с вами говорим, безусловно, не столько даже от правительства, а от каждого из нас зависит судьба мира. От нашего покаяния, от нашей веры, от нашей молитвы, от нашего слова, сказанного ближним людям. И выслушайте, пожалуйста, эти слова пророка Исаии. «Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, говорит Господь, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали. Но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог. Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждой. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби
и рыдать от сокрушения духа. Вот Господь нам показывает две перспективы. Радость и плач, жизнь и смерть, веселье и горе. И мы сами для себя выбираем эту духовную перспективу. Не будем обольщаться, что в мире безопасность. Вспомним, и Содом и Гоморра были уничтожены, и мир при Ное во время потопа был уничтожен, и грех сильно приумножился сегодня в мире. Но в наших силах с вами, дорогие братья и сестры, в наших силах повернуться от греха, повернуться к правде. Кстати, мне хотелось бы еще напомнить, что это одна из первых заповедей Господних человеку. Наряду со словами в раю возделывайте, храните райский сад. Вот Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому пусть все мужья и жены слышат и знают, что рождение ребенка не должно быть эгоистическим актом. Вот для нас, для себя, чтобы не отстать от других, там, чтобы тем более какие-то пособия получить. Нет. Для Бога мы должны творить нового человека, чтобы он учился разговаривать, ходить, трудился, дышал, радовался, стихи свои читал, цветы свои родителям дарил, заботился о них, просто людям был добрым другом, товарищем, помощником, или просто был хорошим человеком. Но самое главное, чтобы он был членом Царства Небесного, потому что ведь каждый человек – это образ Божий. Каждый человек призван Царству Небесному. Господь пришел всех человеков спастись. Господь, как говорит апостол, есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных, и поступающий во всяком народе приятен ему. И вот у меня есть еще два блока, о которых я сегодня должен сказать. Но прежде еще небольшая такая юридическая ремарочка. Кое-какие законодательные казусы я хотел бы осветить. Я уже сегодня сказал о том, что такая нелепость у нас есть, что не хватает денег, допустим, для помощи действительно больным, нуждающимся, но выделяются деньги на убийство, на уничтожение народа, выделяются деньги на родительский капитал, там, на усиленное питание беременных, из этого же бюджета на убийство детей. Это неправильно. Но есть еще у нас кое-какие странности. Вот, если кто не знает, послушайте в законодательстве и задумайтесь, действительно, насколько наша жизнь бывает такая двойственная. Вот, например, женщина не может без согласия мужа сделать никакую сделку с недвижимостью. Ни продать, ни купить. На любую сделку с недвижимостью, если она находится в браке, она должна получить нотариальное согласие своего мужа. На прерывание своей беременности, то есть убийство их общего ребенка. Ну, не дай бог, если не их общего, а если она от измены, например, беременна, она может совершить совершенно самостоятельно. Не требуется никакого, ни устного, ни письменного, ни нотариального согласия мужа. Разве это не какая-то нелепость? Или вот еще пример. Ребенок может быть наследником. Если, скажем, его отец погибает, прежде чем ребенок появился на свет, и женщина докажет, представит материалы справки о том, что ребенок уже был в животике, в утробе, то этот ребенок по своему рождению, он может претендовать на часть наследства, то есть участвовать в разделе наследства. То есть как бы право юридическое на собственность за ним уже признается, а право на жизнь у нас нет. В Конституции написано, что права человека принадлежат ему с момента рождения. Вот здесь наша самая большая ошибка, наше разногласие Конституции со Словом Божьим и с данными науки. Потому что надо записать, может быть сейчас, как раз внося поправки в Конституцию в этом году, мы ознаменуем столетие легализации абортов в России, возвращение к правде. Права человека принадлежат ему с момента зачатия. С момента зачатия. И вот еще один момент – это право врачей. Вот, слава Богу, в том числе при ходатайстве церкви, с недавнего времени врачи получили право отказываться от операции по прерыванию беременности. К сожалению, по-моему, до сих пор такого права нет у медицинских сестер. Вот, и такие случаи есть, когда они вынуждены писать направления, рецепты и так далее, можно сказать, обслуживать вот тех, кто идут на прерывание беременности, вот, не могут от этого отказаться. А мне вот иногда думается, а как было бы хорошо, если бы все отказались? Ну, иногда ведь можно даже и ценой, скажем, своего рабочего места пожертвовать, перейти в другое учреждение и так далее. Вот в некоторых городах наших нет определенных специалистов. Ну, вот, например, в Печоре, в республике Коми, ну, до недавнего времени, а может и сейчас до сих пор,
Вот нет кардиолога. Ну нет и нет, вот просто нет. Ну что теперь поделать? Люди, которые нуждаются в приеме кардиолога, едут из Печоры в Сыктывкар, чтобы попасть на прием по вопросам своего сердца. Я думаю, как было бы прекрасно, если бы наши все врачи, вот следуя долгу совести своего сердца, они бы так дружно один за другим отказались. И если женщина приходит на борт и скажет, а вы знаете, по закону-то у вас есть такое право, а вот врачей, которые это делают, у нас нет. Все отказались. Она идет в другой город, и там все отказались. Она едет в другой регион, и там все отказались. Вы знаете, вот такая вот волна доброго отказа. Все отказались, и тогда уж что? А что делать? Придется рожать. Ну, не говорите только, что ребенок будет нежеланный и так далее. Знаете, немного приходилось видеть женщин, которые приходили было на консультацию по поводу аборта, которые решали сохранить своего ребенка. И я еще ни разу не слышал ни о том, чтобы она сказала, я пожалела, вы были неправы, надо было его убить. Все говорят спасибо, пускай немного таких случаев, но до 10 таких вот личных встреч у меня было, когда люди подходили на улице, писали на сайтах отзывы, писали ВКонтакте, через людей просто благодарили, в храм приходили и говорили, знаете, вот я хочу поблагодарить. Хочу вас поблагодарить вот за этого ребенка. И ты смотришь на этого малыша, вот на этого удивительного мальчика или девочку, и даже, вы знаете, даже страшно представить, как можно подумать, что его могло бы не быть. Вот он такой вот маленький, там, Машенька, Илюшенька, Дашенька, Петенька. Ну чудо ведь такое, чудо, вот смотрит на тебя своими глазками, своим наивным взором, ты, вот волосики эти тоненькие, детские, там, ботиночки маленькие, пальчики так доверчиво держат маму. Ну как можно вот такого маленького, еще нерожденного такого вот малыша, как можно его убить? Он, кстати, ведь чувствует. Когда ребенок убивает, вы думаете, он не чувствует? Ничего подобного. У него сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. Он закрывается, он пытается спрятаться, он убегает от этого ножа. Все это заснято. Посмотрите фильм «Безмолвный крик» в интернете есть. Да и вообще очень много фильмов. «Нерожденные» вот сейчас есть фильм. «Выбирай жизнь». Замечательный есть фильм. Итак, последние два смысловых блока, которые я хотел бы сегодня сказать. Это первое, это что делает церковь. Что делает церковь? В первую очередь она проповедует. Она говорит твердо Слово Божие, знаменитую заповедь «Не убей». Вот у нас на Кылтовском подворье, например, в Сыктывкаре целый такой щит установлен с изображением ребенка и вот с этими краткими и многозначащими словами. Вот она говорит Божью истину. И пускай не все ее сегодня слышат, но правда, даже если не исполняют, она все равно остается правдой. Мы практически ежедневно вот ходим в города, где есть возможность. Вот у нас в Сыктывкаре женскую консультацию. В кабинете психологической социальной помощи мы дежурим, и с согласия женщин мы беседуем с ними, убеждаем их сохранить жизнь ребенка, предлагаем им помощь духовную, материальную. Вы знаете, около 20%, 15-20%, так цифра колеблется, принимают решение ставить. И такие случаи замечательные. Вот приходит женщина, ни работы, ни прописки, ни помощи от родителей, не жалея, ничего, рождает, все встает на свои места. Девушка одна пришла, папа ей отказался помогать. Мама выгоняет ее буквально из комнаты, говорит, вот, дочка, не делаешь аборт, 3 дня, все, чтобы тебя здесь не было. Это реальная история. Парень от нее отказывается, говорит, нет, это не мой ребенок, знаете, тебя не знаю. Вот. И она приходит, ни работы толковой, ни оформления, ни образования законченного. Мы ее спрашиваем, да вы хоть кушали сегодня? Говорит, ну чай пила один раз, это вечером, в 7 часов вечера человек говорит. Вот, в таком положении. И что вы думаете? Вот стала молиться, пришла на исповедь, покаялась в своих грехах, которые сами ее завели в такую пропасть, повернулась к Богу лицом, и все, и в жизни-то все наладилось. Да, помогли, 1,5 месяца оплачивали комнату в общежитии, снимал. И с мужем они заключили брак, помирились, и папа стал ей помогать, и квартиры у них сейчас отдельно уже живут. И вот дочка, пожалуйста, родилась, и все в порядке. И сколько таких историй. Бывает, конечно, что и не налаживается. Бывает, что человек так и остается один. Вот тоже типичный пример. Девушка с парнем жила, забеременела, он ей сказал, делай аборт, или мы с тобой расстаемся. Представьте такой подлый поступок, да, со стороны мужчины. То есть он отказывается фактически от своей ответственности. И вот она поступила очень мудро. Она поняла, что он-то не любит ее, конечно, на самом деле. Родила, и как сказала, и написала потом, я не пожалела ни одного дня.
не пожалела на дня. Хотя так и осталась одна, то есть семья у нее не сложилась, и мальчишка уже такой довольно взросленький. Но вот все-таки ни одной минутки она не пожалела. Вот еще случай, тоже женщина беременная, муж выпивает, сама, то есть он алкоголь злоупотребляет, лекарства сильно пьет. Как забеременела, сразу побежала, записалась на прерывание. Вот по дороге встретился добрый человек, говорит, чего ты такая печальная? Говорит, да вот такая ситуация. А она говорит, да ты что, не делай глупостей, все будет хорошо. А она говорит, а что я в самом деле испугалась раньше времени? Дай-ка я хоть схожу к врачу, спрошу, может риски-то не такие большие. И пришла, взяла талончик, и смотрю, там у меня был на пятницу на 2 часа, и здесь мне дают талончик на пятницу на 2 часа. Я, говорит, все поняла. Вот сразу в одну минуту все поняла. Нельзя пойти туда, а потом туда. Или туда идешь, или туда идешь. Вот. Сегодня родила она дочку, дочка уже взрослая, учится сама в училище, в колледже. И она говорит, как мне страшно подумать, что я бы всю жизнь своему пищу мужу и посвятила. Первый ребенок у них был, они его потеряли. А вот вторая дочка для нее стала такой радостью и утешением. Ну и сама женщина таким является примером чудным света, такой любви, заботы об окружающих. И много, дорогие друзья, очень много таких воодушевляющих историй. Часть из них вот написаны, опубликованы. Вот расскажу еще одно о медицинских так называемых показаниях. Девушка жила с парнем, забеременела. Он не бросал ее, но и в браке они тоже не были. Вот, кстати, большая ошибка, да, когда люди живут не в браке, никакой почвы твердой под ногами нет. Беременная, и тут у нее обнаруживается онкологическое заболевание. Ей врачи говорят, надо срочно лечить, потом будет запущено. Но обязательно избавиться от ребенка. Только потом будем с тобой что-либо делать. Вот. И все врачи вот так сказали в один голос. Вот. А она, вот знаете, проявила веру, проявила твердость, проявила такую рассудительность духовную, не согласилась на это. И постаралась, конечно, нашла врача, который взялся ее лечить. Какое-то минимальное лечение пока первичное сделали. Она родила ребеночка, нормального, здорового ребеночка. И потом уже основной курс лечения прошла. Живет сегодня, пожалуйста, ребеночка растит, и семья образовалась. Вот такие хорошие истории. Печальные истории мне не хочется сегодня вам рассказывать. Просто поверьте на слово, я уж просто, чтобы не перегружать вас и не запугивать, просто кратко скажу, что семьи распадаются. Вот была семья, сделали аборт, нет сегодня ни семьи, ни любви, дети одни без отца растут, и люди погибают. Вот пришла женщина, нет, я сама все решила, ипотека у меня там и так далее, мне за жилье платить, вы ничего не понимаете. Вот и дали ей жилье, простите, 2 на 1,5, как шутят гробокопатели. Через год ее похоронили от скоротечного рака. Вот. И душевные муки бывают. Человек через 50 лет уже в глубокой старости вдруг начинает осознавать, что буквальные слова «никогда себе этого не прощу», «никогда мне райского блаженства не видать, потому что я деточек своих убила, погубила». Бывает и когда другие дети начинают страдать, тоже задумывается человек о том, что мы все взаимосвязаны. Ты грех совершаешь, в какой-то степени дети за него ответственны. Бывает, что потом женщина не может родить, бесплодие или инвалидность, какие-то проблемы со здоровьем последующих детей. Это тоже весьма частая ситуация. Таких случаев много, поэтому не надо на себя навлекать беду, не надо воевать против Бога, не надо идти на грех, надо бояться греха. Не надо бояться любви, не надо бояться правды, надо бояться греха. Я вот еще когда беседую с женщинами, показываю иногда такой образ. Беру, например, вот включили какой-то предмет, говорю, вот представьте, что это ракета, вот эта ракета. Она по законам силы тяжести, она не может летать, она падает вниз. Но она ведь летит и поднимается в космос. Не потому, что для нее отменяется сила тяготения, а потому, что у нее есть большая сила, которая преодолевает силу тяжести, двигатель. Вот так же и вы. Вас тянет к земле сейчас, скажем там, семейная неустроенность, материальная нужда, страхи какие-то. А вот у вас здесь двигатель, сердце ваше. Включите этот двигатель. Начните молиться. Начните каяться в своих грехах. Начните читать Слово Божие. Обратитесь к Господу. И вы увидите, что это такая сила, которая вас выведет из самых невероятных, из самых сложных ситуаций. Ну и примеры тому я уже положительные рассказал.
Итак, что делает церковь? Она проповедует. Она выдвигает законодательные инициативы. Патриарх Кирилл предлагал вывести аборт из системы обязательного медицинского страхования. К сожалению, Госдума вот не решилась тогда, несколько лет назад, этого сделать. И вы знаете, мне кажется, вот те испытания, которые мы сейчас с вами наблюдаем, эпидемии, карантины, они вот как-то нам предупреждение такое, что вот мы задумались в целом мире, мы тоже с вами, и избавились от этого зла. Это, конечно, конкретная помощь и духовная, это слово, это таинство, это молитва, и это помощь материальная. Во многих храмах, да практически во всех, наверное, вот можно прийти и попросить помочь одеждой, продуктами, деньгами, и индивидуально помогут. Во многих храмах существует общество, братство, сестричество, милосердие. И женщины придут и помогут и с ребенком понянчиться. Для многих это будет еще великое счастье. Своих внуков нет, как вот тоже одна женщина рассказывала. Вот одну дочку родила, аборт сделала потом, так, а у дочери сейчас нет своих детей. Вот бабушка одинокая, внуков нет. Такие бы за счастье сходить, да с кем-то бы понянчиться, кого-то там на работу или по каким-то делам побегать, отпустить. Вот такая помощь оказывается. У нас есть отдел социального служения, вот, епархиальный, ну и во многих храмах есть помощники по социальному служению. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Кстати, знаете, иногда бывает так, вот беседуешь с человеком, он говорит, да вот, там такая нужда, я бы и рада. Как только предлагаешь помощь, человек тут же начинает отказывать. Нет. Ты понимаешь, что на самом-то деле дело не в помощи, а дело в вере, дело в силах. Ребенок это ведь тягота. Ребенок это тягота. А как иначе? Ведь сам Господь заповедовал женщине, в скорбях будешь рожать детей. Если мужчина должен в поте лица добывать хлеб свой, то женщина должна в скорбях рождать детей. Поэтому вынашивание, рождение и воспитание, конечно, это крест. Но ведь этим крестом женщина и спасается. Этот крест, это и есть лесенка ее на небо. Поэтому, дорогие женщины, девушки, милые, и отцы тоже, не жалейте своих сил, отдавайте свои силы. Сердце, оно не делится, сердце, оно умножается. Если у вас было 3 детей, а потом стало 4 детей, то каждому уже теперь достанется не меньше кусочек сердца, а больше, потому что оно имеет способность расти. Чем ты больше отдаешь, чем ты больше жертвуешь, тем больше у тебя любви. Ты уподобляешься самому Богу, который и мир весь создал Словом Своим, который сам пришел в наш мир и распялся за нас на Христе, и умер, и воскрес для нас. Это, конечно, индивидуальные беседы. Девушки, если есть сомнения, ведь бывает, что не только такие уж прям ярые безбожники приходят на аборт, верующие люди, крещеные, иногда даже воцерковленные. Да подойдите к своему духовнику, подойдите к батюшке своему, да посоветуйтесь просто. Бывает, вот просто, знаете, женщина запуталась в жизни. Вот в голове такой кавардак, она говорит, вот вопрос на вопросе, не знаю, как поступить, вот как будто какая-то сила толкает. Нам надо советоваться. Ведь Господь нас создал не одинаковыми. Кто-то старше, кто-то младше, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то духовнее, кто-то, так сказать, приземленней. Но когда мы советуемся, мы смиряемся, мы понимаем, что не все мы сами знаем в этой жизни, да? Не все мы умеем, не все сами можем. И Господь даже за твое смирение, что ты кому-то подошел за советом, а тем более к наставнику, к батюшке, значит, уже, можно сказать, к самому Христу обращаешься за советом и просишь его через служителя, через священника, просишь тебя наставить, вразумить, благословить. Вот. И Господь за это смирение, Он тебе подаст прямо ситуацию, встречу какую-нибудь, мысль правильную. Не иди, не делай, не греши. Поэтому не берите все на себя, советуйтесь, спрашивайте. Вот. И еще последнюю вещь скажу, вот, что делает церковь. В прошлом году у нас была инициатива, была такая мысль, идея поставить памятник нерожденным детям, который бы показывал, с одной стороны, вот счастливую семью многодетную, как вот дети идут вперед, родители их благословляют, отпускают, так сказать, большую жизнь, а на другой стороне, наоборот, кающийся мужчина и женщина, вот, и утешающих ребенка, который вот не родился на свет, вот он как бы, они плачут, блаженно плачущие, да, и они утешатся. То есть покаянные слезы, они соединяют нас с Богом, вот, но он их как бы прощает, хотя не дали ему возможность родиться. Знаете, этот памятник, мы обсуждали эту идею в общественной палате, собирали целое общественное обсуждение, вот, и распространяли эту идею. Кто-то поддержал, многие люди поддержали, а одна женщина даже вот деньги дала сама, она говорит, вот я каюсь в этом, я совершал этот грех, и видите ее покаяние, не только лишь на словах, а прямо вот
взяла свои сбережения, принесла, говорит, вот я хотела, чтобы часть этих сбережений пошла на создание такого памятника, эскиза его и так далее. Вот, кстати, деньги лежат еще до сих пор не израсходованы полностью, потому что идея-то не осуществлена, очень многие не поддержали. И в общественной палате многие высказались против, в том числе из медицинской сферы. Сказали, нет, здесь его не будет категорически, пускай там, если только где-то на территории храма. А мы хотели, чтобы это было дело не только церковным, а чтобы это было дело общим народом. Но идея не закрыта, идея пока еще существует, идея пока еще ждет своих вдохновителей, ждет своих помощников. Ну и последнее, друзья мои, что я хотел сказать, что делать нам конкретно, вот нам с вами, если вы прониклись или вы уже раньше чувствовали, что вот не принимает ваша душа идею абортов, а что нам конкретно надо делать? Ну, первое самое, нам надо иметь твердое убеждение. Никаких не должно быть колебаний, сомнений. Если Бог говорит так, и Церковь святая, православная, водимая, наставляемая Духом Святым говорит так, значит, это и есть истина. И вот иметь твердое убеждение – это самое первое. И надо их строить на вере. Помните, Христос говорит, что дом, который на камне построен, он устоит. Дом, который на песке, он рухнет от ветра, от бури, от наводнения. Вот Христос – это камень. Когда ты свои убеждения, свою нравственность, свою душу строишь на вере, вот тогда ты будешь тверд. Тогда ты будешь тверд. Какие бы ни были гонения, там, испытания, принуждения к греху, ты всегда будешь противостоять. Второе. Никогда самим не участвовать ни в коем случае. Никому не сказать, ну что ж теперь поделать, там, ну иди уж куда деваться, да. Наоборот, всегда сказать твердо нет. Очень много случаев, когда вот простое, краткое слово от знакомого человека, от товарища, от сотрудника, от родственника, небольшая поддержка, небольшое вдохновение, небольшой разговор поворачивал человека, давал ему веру, и он сам тогда, сама женщина говорила, нет, я буду рожать, и тут же все вокруг нее еще, которые вчера ее убеждали, что ей никак не прожить, тоже не говорят, ну ладно, я тогда тебе пеленки дам, а я тебе с питанием помогу, а я вот хочешь там у меня можешь пожить, например, если негде и так далее. Поэтому отговаривать других, поддерживать сомневающихся, говорить им. Дальше нам надо молиться с вами о прекращении этого зла, молиться дружно, молиться всем. И даже если мы иногда с сердечным, настоящим сокрушением скажем, Господи, помилуй нас, грешных. Может, и я когда-то соглашался, я кого-то когда-то склонил к этому греху, или сама совершала, или с моего согласия совершалась, или равнодушно относился. Да и в целом, это ведь общее наше зло в нашей стране. Избавь нас от этой напасти. Знаете, Господь ведь слышит всякую молитву. Чем больше мы будем об этом молиться, краткой молитвой, тем более, если кто-то специально будет, например, заказывать молебны мученикам, вифлеемским младенцам, 14 тысячам от Ирода Убиена. Вот. Или брать на себя труд с благословения, читать, скажем, там, акафисты вне поста, каноны, псалтырь, молиться об этом, это будет очень, очень важно. Дальше, если кто-то в этом участвовал, надо каяться. Каяться, то есть, во-первых, исповедоваться в таинстве исповеди, приносить покаяние, каяться внутри себя, то есть надо грех возненавидеть. Настоящее покаяние – это когда ты возненавидишь грех. И даже если тебе сегодня скажут, что ты повтори, ты не будешь наказан, но ты скажешь, я не могу этот грех повторить, потому что я понял, что это зло само по себе, независимо от его последствий. Оплакивать. Даже когда ты уже исповедовал этот грех до конца жизни, ты должен оплакивать, вздыхать и сокрушаться. Как же я мог все-таки такое совершить? Нести скорби, потому что даже когда грех исповедан, бывает, человек и болеет, там, и в тюрьму попадает, или еще что-то, одиноким остается, там, беды своих детей созерцает. Вот нести это как крест. Да, это мой крест, да, это мой грех, и нести это как должное. Не роптать, не унывать, не отчаиваться, никогда не отчаивайтесь. Никогда не отчаивайтесь. Верьте, что Господь всегда спасает. Он и, собственно, и пришел-то спасти. Не праведников, которые не нуждаются в покаянии, а грешников, кающихся и плачущих. Поэтому идите всегда к Богу. Не говорите, что Бог меня простить не может. Это будет хула на Бога. Божье милосердие всегда выше всех наших грехов. Дальше покаяние – это еще и возмещение ущерба. То есть ты не родил своих детей, а теперь помоги тем, кто может родить. Помоги многодетным, участвуй в деятельности по предотвращению аборта. Вот у меня были такие случаи, когда человек сам, например, говорит, а чем я могу помочь? Я говорю, а чем вы можете? Ну вот одежду, допустим. Человек собирал одежду, приносил ему для помощи
таким вот семьям. Ну, как я уже сказал, жертвуют деньги люди на приобретение книжек. Вот у нас есть, например, такие брошюрочки мы заказываем. Это тоже как раз люди дают пожертвования. Эти брошюрочки, пустые песочницы, которые убеждают не совершать аборт, мы заказываем. Они, конечно, стоят денег, это же бумага, и их печатают. Чтобы их напечатать, прислать, вот люди дают же. Это деятельное покаяние. Уже не только лишь в душе, а покаяние, которое переходит в дело. Участвовать в общественной деятельности, если у кого-то есть возможность, конференции, там, общественные какие-то собрания, обсуждения, круглые столы, там те же поправки в Конституцию, за них же тоже можно, скажем, голосовать, подписи собирать, там, эти вот памятники и так далее. Это участие в социологических опросах. Это все определенную свою лепту, свой вклад в общее дело вносит. Как я уже сказал, врачам и медработникам отказываться, не бояться каких-то нападок от начальства, непонимания коллег и так далее. Вот как говорили апостолы, справедливо ли слушать вас, то есть людей, более чем Бога? То есть мы должны слушаться Бога, Его должны бояться, греха должны бояться, чтобы не совершить грех. А людей в данном случае бояться не нужно. Да и тем более, вот знаете, жизнь, дорогие мои, она всегда показывает, что когда человек сомневается, его клюют. Но когда у человека твердая вера, не только лишь обряда веры, а действительно такая, знаете, выношенная, выстраданная, глубокая вера, деликатная вера, что он не лезет ко всем попало, а вот просто внутри себя эту веру имеет, когда надо, твердо скажет, но может отказаться. Ведь люди начинают уважать. И настоящее уважение людей к верующему человеку такому очень велико. Потому что Господь сказал, блаженны кроткие, кроткие, то есть вот люди, обладающие такой верой, ибо они наследуют землю. То есть такой человек будет пользоваться и авторитетом, и уважением, и положением. Поэтому не бойтесь своей веры, не бойтесь, не стесняйтесь, сами не лезьте. Но если зашел разговор где-то вдруг там за столом, твердо свое мнение по этому поводу скажите, потому что молчанием Бог предается. Помните, пожалуйста, эту фразу. Кстати, клятва Гиппократа врачебная в своем исходном тексте, к чести нашей медакадемии, она там на стене написана в своем полном тексте, она включает в себя строчку «Не дам женщине никакого пессария», то есть абортивного средства. Читать, вникать в проблему, образовываться, читайте книжки хорошие. Вот покажу вам еще, например, то, что я говорил об абортивном действии средств предохранительных. Вот такая есть книжка Потиха и Фокин. Можно ее найти в интернете или приходите, я поделюсь. Есть еще такой раздаточный материал. Эту книжку тоже можно идти почитать. Тоже есть она в раздаточном виде. Вот такие замечательные материалы Центра Покров из Тюмени, «Чудо жизни», там, где показано развитие ребенка на всех стадиях его, видите, с такими красивыми картиночками. То есть надо образовываться, тем более сейчас, когда дома сидим, не пустые какие-нибудь только лишь развлекательные фильмы, передачи смотреть, а вот духовно, научно свои познания приумножать. Это вам советую. Вот такие, если кто еще до конца не разобрался для себя в проблеме абортивного действия средств контрацепции, есть такие даже контрацепция и здоровье. Кстати, у них символ такой цветок зверобоя. А почему? Сейчас рассказывать не буду. Можете сами, пускай это будет домашнее задание, можно самим в этом поразбираться. Наставлять других. Напомним, мы сейчас говорим, что нам нужно вот лично нам, с вами, каждому из нас надо делать, чтобы эту проблему сократить, уменьшить и вовсе победить. А это наставлять других, как сказано Господом. А тот, кто сотворит и научит других, тот великим назовется в Царстве Небесном. Делитесь, говорите своим сотрудникам, педагоги, говорите своим школьникам, даже где-то короткая фраза, вот невзначай кажется сказанная, там на уроке биологии или на классном часе. А почему бы классный час, кстати, со взрослыми школьниками и именно этой теме не посвятить? Да еще и с родителями собрать общее такое собрание и там это обсудить. Вполне возможно. Говорите студентам, говорите пациентам, специалист по социальной работе, говорите своим подопечным, говорите о том, что из любой ситуации надо не в грех идти, еще будешь беднее, еще свое здоровье потеряешь. Надо идти к правде, и этот ребенок, наоборот, тебя к Богу, к любви, к трудолюбию выведет. Говорите говорите пожилым людям и говорите детям. Вы знаете, дети сегодня быстро взрослеют. И уже
надо смотреть по возрасту, в 10, в 12, в 14 лет, они уже вполне способны так тонко, деликатно, в пределах семьи, конечно, пока еще не, там, не на школьном уровне, в пределах семьи поговорить. И поэтому как-нибудь вот подготовьтесь к этому разговору, почитайте, образуйтесь сами, прослушайте внимательно сегодняшнюю нашу беседу, законспектируйте для себя и поговорите с ними, а что они думают. Ведь мой опыт беседы со школьниками показывает, что у них у многих чрезвычайно либеральный взгляд именно на проблему абортов. Они говорят, а что в этом такого, а там еще не жизнь, а зачем плодить нищету и так далее. Откуда они этого набрались? Из семьи, конечно, в первую очередь. Или с подачи родителей, или с согласия их, или от того, что у родителей нет никакой позиции на этот счет. Поэтому нужны нам такие вот серьезные беседы. Обязательно, чтобы отец участвовал в этом. Потому что и мама, и папа должны вместе говорить, но отцовское слово, оно еще более весомо. Чтобы отец наставлял и дочерей, и сыновей своих, чтобы не баловались с огнем, а бережно и целомудренно обращались с даром божественной любви. В социальных сетях размещайте посты, соответственно, сами, может быть, напишите, делитесь, фильмы, ролики, книги и так далее. Господь сказал, кто постыдится меня и слов моих, вроде сем, прелюбодейным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Своей с ангелами святыми. А кто исповедует меня, того исповедует и Сын Человеческий во славе Своей. Поэтому твердо говорить о том, что каждый ребеночек дорог для Бога и нужен для Бога, это есть дело Божие, и пусть Божие благословение всем будет на это дело. Кстати, думается, что никто иной, как человека-ненавистник, убийца из кони. Он стоит за всей мировой индустрией аборта, потому что именно ему, сатане, дьяволу, прежде всего ненавистен всякий человек, потому что каждый человек есть наследник Божественного Царства. Как бы дьявол завидует нам, он потерял свое место на небе, а вот теперь люди занимают эти места. И поэтому каждый человек потенциальный святой, вот он уже ему как сучок в глазу. И он радуется, конечно, тому, что так много людей убивается. И какое согласие между Христом и Велиаром, какое сообщение между тьмой и светом, быть никакого не должно. Приближаясь к концу, еще пару вещей скажу. Идти в церковь, действовать вместе с ней, потому что это наше общее дело, дело для Бога. Не можем мы все вот так вот сами по себе его совершить, а именно вот общими усилиями церкви, мы его совершить можем. Поэтому включайтесь в общую молитвенную и общественную деятельность церкви. Не будьте равнодушными, еще раз подчеркну, молчание Богу предается. Не оставайтесь в стороне, имейте твердую, ясную и вместе с тем спокойную позицию на этот счет. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сегодня об этом сказать. Еще раз повторюсь, что мне думается, что вообще в каждый момент человеческой истории, и особенно сейчас, в каком-то смысле решается судьба души, судьба мира. И от нашей с вами позиции зависит очень многое. Давайте молиться сегодня, в том числе и за женщин, которые боятся и коронавируса, идут на аборт. Бояться не надо, надо бояться греха. К сожалению, сегодня у нас нет возможности ходить в женскую консультацию. Почему? Потому что карантин и не рекомендовано пока посещение. А вот данные поступают такие, что наоборот женщин стало больше, друзья. И поэтому нам сегодня особенно нужна твердость, вера и общая молитва для того, чтобы мы к столетию легализации этого зла, чтобы мы его наконец победили, чтобы восторжествовала правда Божия, что как